Атмосфера памяти, размышлений, что самое главное – единство. В честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября, здесь прошло масштабное мероприятие, объединившее представителей творческой интеллигенции, молодежь и студентов, а также сотрудников силовых ведомств и представителей общественности. Это событие стало ярким свидетельством того, что искусство и творчество – это еще и мощный инструмент гражданского и патриотического воспитания, площадка для осмысления важнейших общественно-политических событий. Именно здесь, в Центре театра, кино и креативных индустрий, где рождаются новые идеи, где через образы и истории транслируются ценности, особенно уместно говорить о борьбе с силами, стремящимися разрушить мир и гармонию, с чем и столкнулся наш субъект в начале 2000-х. 22 июня 2004 года в мирную для всех летнюю ночь в Ингушетии погибло 98 человек, ранено 104, из мирного населения погибло 27 человек, ранено было 38. Под покровом ночи на Назрань, Карабулак и станицу Орджоникидзевскую, ныне город Сунжа, практически одновременно совершено нападение нескольких вооруженных групп боевиков. Были атакованы объекты МВД, погранвойск, Минобороны и прокуратуры. Терроризм – это универсальное зло, не признающее границ, национальностей и вероисповеданий. Его цель – посеять страх, хаос и разрушить основы мирного сосуществования. Поэтому День солидарности подчеркивает абсолютную важность сплоченности всего общества. Он призван объединить усилия каждого человека, каждую организацию, все государство, чтобы противостоять этой чуме. Единство – наше главное оружие против тех, кто стремится разделить нас и посеять вражду. Это очень актуальный вопрос. И защита наших субъектов, и территориальная целостность, и предотвращение борьбы в ходе проведения борьбы с терроризмом актуальна. И вся наша политика именно направлена, чтобы мы могли сохранить наше государство, нашу республику. На встрече напомнили, что важно сохранять бдительность, сообщать о любых противоправных действиях. Это также день активной профилактики, просвещения молодежи, формирования у нее неприятия экстремистских идеологий, пропаганды мирных ценностей и толерантности. Хочется предостеречь молодежь, которая сегодня и государство очень большие шаги делает в этом направлении, создавая различные фонды, где молодежь могла бы участвовать, не только молодежь, а все, кто желающий, могла бы участвовать. То есть это попытка заинтересовать, то есть отвести от других, от тех ненужных интересов нашу молодежь. И, конечно же, мы, как представители культуры, тоже пытаемся в этом направлении работать. По всей России в этот день проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы к монументам и проводятся митинги. День солидарности в борьбе с терроризмом – это не просто мемориальная дата. Это мощный призыв к действию: помнить, быть бдительным, оставаться едиными и делать все возможное для построения мира, свободного от страха и насилия. Мадина Цора, Мухаммад Индиев, Магаз, 24.